В эфире цикл передач, посвященный столетию чеченской государственности. Сегодня у нас в гостях директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, кандидат исторических наук, доцент Магомадов Супьян Султанович Машвол. Мы в последнее время говорим все больше и больше об истории и пытаемся вспомнить, с чего начиналась Чеченская Республика, как основывалась Чеченская Республика, ее автономность. И, как известно, в начале 20 века было множество сотрясений. Это русско-японская война, Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война. На долю народов России выпало множество тяжестей. И не обошло оно и Северный Кавказ. И мой первый вопрос: какова была ситуация в чеченском обществе в период возникновения его государственности? Когда мы говорим о чеченской государственности, нам нужно заглянуть в историю нашего этноса. У нашего этноса с древнейших времен, если брать цифры, еще во втором тысячелетии до нашей эры возникло свое государство, существовала своя государственность, но эта государственность, к большому сожалению, исчезла в связи с потрясениями. Потом в XVIII веке, в средние века существовала своя государственность. Чеченцы, как этнос, входили в государственное образование, которые были на Кавказе, они создавали свою государственность. В начале XIX века уже чеченцы приступили к созданию своей государственности под руководством Бейбулата Таймиева. Мы знаем первые эти государственные образования, которые хотел создать Бейбулат Таймиев. Он хотел создать конфедерацию в составе Кумыкии и Чечни. Но, к большому сожалению, политические события сложились таким образом, что Бейбулат Таймиев погиб, а человек, который должен был претворять в жизнь идею Бейбулата Таймиева, граф Паскевич, был послан на подавление польского восстания в 1831 году. Поэтому пришлось... И потом чеченцы, как этнос, вошли в состав вновь созданного на Кавказе имамата Шамиля. Это тоже своеобразное свое государство со своими атрибутами. И стремление к созданию своей государственности, это политическое стремление к созданию своего государства у чеченцев было на протяжении сотен лет. И когда на Кавказе, в России начали происходить эти потрясения, 1904-1905 годы, русско-японская война, 1914-1918 годы, Первая мировая война. Естественно, это точно так же отразилось и на Северном Кавказе. И первое потрясение, февральская революция, когда царь отрекся от престола и было создано временное правительство, конечно, и горцы Северного Кавказа, в том числе и чеченцы, начали поиск своей государственности. И такой поиск, он начался в создании Союза горцев Северного Кавказа в 1917 году. Первый съезд Союза горцев Северного Кавказа состоялся во Владикавказе 1 мая 1917 года, когда уже четко было определено, что был создан Союз горцев. Какие народы туда входили? В Союз горцев Северного Кавказа входили все народы Северного Кавказа и Дагестана. Оформлено было 1 мая 1917 года. Это атрибуты государственности. Потом на базе Союза горцев Северного Кавказа была создана Горская республика в 1918 году. Она уже в мае была провозглашена и была признана
Германии. Ну и здесь был создан союзная конституция, союзный парламент Горской республики. Это атрибуты государственности, значит, в состав этого государства. Но в 1917 году на политической арене были и другие политические силы, да, в том числе и большевики, которые провозгласили свою идеологию и в октябре 1917 года совершили Октябрьский переворот. Если это известно, кто проводил интересы большевиков на Северный Кавказ? В 1917 году здесь была своя большевистская ячейка во главе с Анисимовым. Иногда здесь появлялся Киров, Гекала. Что было обещано народам Кавказа взамен, да, то, что они оставляют представление империи и вообще саму философию империи? Вы понимаете, дело в том, что после присоединения в 1859 году Чечни к России, еще до окончания Кавказской войны, а Кавказская война еще будет продолжаться в течение 5 лет, до 1864 года, то, естественно, если мы возьмем прокламацию Барытинского к чеченскому народу, там обещана земля, там обещано, значит, не трогать религию и так далее, и так далее. Но дело в том, что те земли чеченцев, которые находились в собственности чеченцев, сразу же после присоединения 1859 года эти земли были, значит, переданы в казну, в российскую казну. Хорошо, а вот с чем мы подошли к 22 году? К 18 году мы подошли двумя властями на территории Терека. Это власть Союза горцев Северного Кавказа, потом провозглашение Горской республики, и власть большевиков, провозглашение советской власти. В марте 1918 года была провозглашена советская власть. Вот две крупные политические силы, которые начинают борьбу между собой. Ну и третья политическая сила, которая, значит, участвует непосредственно в гражданской войне, это добровольческая армия. К 19 году, значит, добровольческая армия Деникина наступает на территорию Терека, захватывает, значит, практически все, значит, части Терской области. И вот в противовес, значит, деникинцам здесь на Тереке возникают подпольные большевистские организации, и такая же большевистская организация возникает на территории, значит, города Грозного. Эту организацию возглавляет Николай Гекала, и он становится центром революционных сил Грозного и Терека. Вот здесь намечается союз между чеченским крестьянством и большевистскими лидерами. Большевики находят общий язык, значит, с демократически, с революционно настроенными чеченцами во главе с Таштемиром Эльдархановым и Асламбеком Шериповым. И здесь большевики обещают выполнить вековые чаяния чеченского народа, вернуть отнятую в 50-х, 60-х, 70-х годах 19 столетия землю чеченцам. Конечно, чеченцы, если им говорят, что им вернут землю, они встают горой за большевиков. Можно ли сказать, что именно вот этот фактор являлся самым важным моментом? Фактор этот вместе с ними, значит, еще ряд факторов. Первое – это земля. Второе – это обещание не трогать обычаи, значит, религию. Третье – обещание государственной автономии. Вот это все вместе и, значит, дало возможность, значит,
найти союз большевиков с частью чеченского крестьянства. 14 апреля 1921 года состоялся учредительный съезд Горской АСР. На этом учредительном съезде были созданы все органы. Исполнительный орган, законодательный орган. Центральный исполнительный комитет Горской АСР возглавил Тештемир Эльдарханов, чеченец. Теперь дальше как происходит событие. В мае месяце над Баку развивается большевистский флаг. В марте-апреле над Тбилиси развивается уже флаг советского государства. А через 2 месяца над Ереваном тоже развивается флаг. После этого существование Горской республики уже не было и смысла. Поэтому в сентябре Горская республика начинает распадаться. В Горской республике самое главное вопрос – это вопрос земельный. Тогда решили ввести систему уравнительного землепользования. Вся земля Горской республики делилась на количество жителей и распределялась. По этому пути пойти кабардинцы не могли, не хотели, не желали. Потому что у кабардинцев земли было больше, чем у всех остальных народов. В октябре вышли в 1921 году из Горской республики Карачай, и 30 ноября 1922 года из состава Горской республики вышла Чеченская автономная область. И впервые чеченцы обрели свою государственность, национальное государственное образование. Город Грозный в состав Чеченской автономной области не входил. Город Грозный – это отдельная автономная единица с правами губернии. Как Ватикан. Лучше, чем Ватикан. А почему? А потому что город Грозный и нефтепромышленный район в состав Чеченской автономной области не входил. То есть остальное не было в интересах центра? Само собой разумеется. Что было центром? Для советской власти что главное было? Для них главное была нефть, сырье, которое приносило доход. Грозненская нефть на бирже, на международных биржах, это самое ценное, за него давали золотом. Это золото должно было идти в бюджет советского государства, а не в бюджет Чеченской автономной области. Пусть зрители подумают, грозненская нефтяная промышленность была обязана перечислять в бюджет Чеченской автономной области 150 тысяч пудов нефти. 150 тысяч пудов нефти. Переводите это потом, тонны получите, сколько тонн получал ежегодно. 150 тысяч пудов нефти. В пуде 16 килограмм. Умножаете на 150, получаете. Но это немного. 23 тысячи Очень тонн нефти. немного. То есть это то, что оставалось народу? Это шло в бюджет Чеченской автономной области. Сперва 150 тысяч пудов нефти шло в бюджет Горской автономной республики, потом уже, когда Чеченская автономная область была организована, то эти средства были перенаправлены. А можно вопрос? Общее количество массы добываемой нефти какова была? К тому времени от 2,5 до 3 миллионов тонн нефти. Ежегодно до 3 миллионов тонн нефти. Ежегодно. Дело в том, что 1920-1922 год – это период быстрого восстановления грузинской нефтяной промышленности, это восстановление скважин,
закладка новых скважин, бурения как такового не было, было ударное бурение. И к 1924 году довоенный уровень добычи нефти был достигнут, и за это город Грозный был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Супьян Султанович, вот прежде чем завершить нашу передачу, мне хотелось бы снова вернуться к автономии и подвести некий итог. Чем располагала, то есть вот эта наша автономия, образованная в 1922 году? То есть я так понимаю, что к нефтепромышленности у нас доступа не было, мы получали мизерные остатки, которые уходили в центр. С землей вопрос также был не решен, верно? В составе вот единого российского советского государства иметь свою автономию уже было важно. Здесь многие вопросы, связанные с образованием, с культурой, с развитием чеченского этноса, эти вопросы руководство Чеченской автономной области решало самостоятельно. Это первое. Второе. Были люди, которые чаяние этого народа доводили до центра. Ну и начиная с 1923 года начались землеустроительные работы. В 1922 года по 1924 год стабилизировали ситуацию на территории Чеченской Республики. Были созданы аппарат управления, были созданы в 1924 году уже прошел первый съезд Чеченской автономной области. На этом первом съезде революционные комитеты были заменены на исполнительные органы власти, на исполкомы. Был создан чеченский исполком. Во главе стал опять-таки Таштимир Эльдарханов. Это человек обаятельный, человек интеллигентный, человек, который прекрасно знал свой народ, человек, который одновременно дышал со своим народом. Он знал слабые стороны своего народа, он знал сильные стороны своего народа. Он прекрасно владел ситуацией, он прекрасно понимал, что строить свое государство можно только на основе сотрудничества с мусульманским духовенством. Я предлагаю на этой хорошей ноте завершить нашу сегодняшнюю запись и поблагодарить вас, Супьян Султанович Дересхал, за то, что нашли сегодня время. Я думаю, что наши телезрители узнают много полезного и интересного. И хочется напомнить нашим зрителям, что у нас в гостях сегодня был директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, кандидат исторических наук, доцент Магомадов Супьян Султанович Дересхал. Массана,